Стоит понимать тот факт, что присяга, данная 6 ингушскими фамилиями в 1810 году, вовсе не означает полную покорность всего ингушского народа. Это была лишь та часть ингушей, проживавшая в плоскостных и предгорных селениях. Однако, многие горные ингушские селения в то время еще оставались вне зоны влияния Российской империи. И затем насильственным образом, путем проведения карательных экспедиций и встречаемым со стороны ингушских абреков, сопротивлением были приведены к покорности в 30-х годах XIX века во время Кавказской войны. Об этом писал советский этнограф-кавказовед, историк Анатолий Нестерович Генко в своей статье под названием «Из культурного прошлого ингушей». В контексте ингушских присяг он выдвигает следующее сведение. Во всяком случае, все вышеперечисленные факты затрагивали по преимуществу одних ингушей в собственном смысле этого слова. То есть небольшую еще тогда часть ингушского народа, жившую в Тарской долине вокруг Ангушта. Горная же часть оставалась вполне непокорной еще долгие годы. Далее в тексте упоминаются карательные экспедиции царских войск 1830 года под командованием князя Абхазова и 1832 года под предводительством барона Розина в горные ингушские селения, такие как Ибан, Хюле, Цоре и многие другие. И затем автор приводит обоснованное заключение, что действительно покоренным этот край мог назваться лишь в 1858 году, в год Назрановского восстания. В журнале «Вестник древней истории» в статье под названием «К истории Ингуши», автором которой является доктор исторических наук, кавказовед Евгений Крупнов, содержится информация о сопротивлении ингушей царским войскам во время Кавказской войны. Ингуши частично принимали участие и в движении Шамиля. Они оказали сопротивление отряду князя Абхазова в 1830 году и барону Розину в 1832 году. Они участвовали в крупном Назранском восстании, жестоко подавленном царизмом. В результате этих событий многие горные аулы ингушей были уничтожены. На месте селений на плоскости основаны казачьи станицы, а некоторые племена ингушей, как карабулаки, выселены в Турцию.